Всего же с начала пожароопасного сезона в Коми обнаружили и устранили 2 лесных пожара. Оба произошли в Кайгородском районе на территории Кажемского и Ужгинского участковых лесничеств. Огонь охватил почти 9,5 гектаров. Предполагают, что причиной в обоих случаях послужило неосторожное обращение с огнем. Чтобы избежать подобного впредь, представители Госпожнадзора и лесничеств выходят в рейды. Общаются с горожанами, напоминают им об опасности огненной стихии, раздают памятки. К рейду присоединилась и Виктория Денисова. Огонь, если и разводят, то как по методичке. За пламенем следят, наготове вода, мало ли что. Николай Тимонин безопасностью не пренебрегает. Стараемся соблюдать противопожарную профилактику и прочее. И всем остальным рекомендуем делать то же самое. Беречь себя и близких и вместе с окружающей средой. А вот Александр Липин к разговору о безопасности оказался не вполне готов. О предосторожности знает, но на вопрос, куда звонить при пожаре, ответ дал не сразу, да и тот неверный. Теперь же заветные цифры запомнит, надеемся, на всю жизнь. Не дай бог, что случилось, куда обратиться? 112. Запомнил. По номеру 112. Вблизи Сыктывкара 5 населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Здесь же 50 садоводческих товариществ. Специалисты выезжают на места, проверяют готовность к пожароопасному сезону, общаются с гражданами, раздают памятки, находят места сжигания мусора. На сегодня проверки по всем точкам завершены. Итог таков: 28 нарушений и 6 предостережений. Где схемы отсутствуют, где с источником воды проблемы, а где противопожарных разрывов нет. Частые пожары встречаются, это все-таки неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Ну и, соответственно, у нас печки, неисправность отопительных печей осуществляется неправильно. То есть те же самые бани, неправильное устройство дымохода, соответственно, отопительных печей, что приводит к возгоранию. Только за майские праздники в черте Сыктывкара произошло 15 пожаров, а в их числе горение мусора и травы. Причина в человеческой беспечности. Выезжая, скажем, на отдых, люди не соблюдают элементарных правил безопасности. Как итог, лесные пожары и возгорания в жилом секторе. С малого возраста, если детям разъяснять, чем грозит лесные пожары, пожары на территории населенных пунктов, то, наверное, лучше предотвратить, чем тушить. На майских праздниках в Коми произошло 2 лесных пожара, оба в Кайгородском районе. В этом году на тушение лесных территорий республика получила почти 450 миллионов рублей. Вдвое увеличили штат парашютистов-десантников, продолжают набор лесных пожарных. Специфика региона такова, что можно разделить на 2 части. Там, где можно отработать с привлечением наземной техники, это южные районы, и там, где зона авиапатрулирования, тоже тайга, туда доставляются силами авиации сотрудники. Поэтому определенные сложности имеются, но это специфика региона. Опять же, повторюсь, для себя мы сложности здесь не видим, поскольку уже работа отлажена на протяжении многих лет. Наши огнеборцы работают и за пределами региона. Например, помогают коллегам из Курганской области, где из-за пожаров ввели режим ЧС. 6 мая парашютисты-десантники из Коми отправились туда, чтобы помочь тушить леса. Предположительно, обратно они вернутся дней через 10. 6 мая мы отправили 50 человек в Курганскую область. Там также есть и новобранцы, и, так сказать, старослужащие ребята. Да? Вот, сейчас они там работают в составе 2 групп по 25 человек. Здесь, на нашей территории, также хватает количества людей для принятия решений на тушение лесных пожаров. К слову, технический арсенал огнеборцев Коми пополнится. Приобретут еще 8 единиц техники на 41 миллион рублей. А это автобусы, автомобили, снегоболотоходы. Единственное, отсутствует свой воздушный транспорт. Однако решение нашли. Заключили контракт с Коми авиатрансом. Виктория Денисова, Иван Богомолов, Олег Костромин, телеканал Юрган.